В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии Екатерина Карпухина. Здравствуйте. Деньги уплачены, а газа нет. Жители 3 товариществ Якутска не могут добиться газификации домов. Найти свое место в жизни. 50 лет Алданская специализированная школа-интернат помогает детям с особыми возможностями. 1,5 миллиона рублей за зрение для ребенка. Ване Шайкову с врожденной атрофией зрительного нерва необходима помощь. Экзотические фрукты в домашних условиях. Якутяне научились выращивать ананасы на подоконнике. Сохраняя традиции, семья из Тампонского района победила в номинации Всероссийского конкурса «Семья года-2018». До 11% в следующем году могут подорожать социально значимые товары. Речь идет о хлебе, яйцах, свинине, молоке и сахаре. Такие данные содержатся в прогнозе аналитического центра при правительстве. При оценке учитывались налог на добавленную стоимость, ситуация на базовых сельскохозяйственных рынках, прогноз роста цен Минэкономразвития и инфляция. Однако не рассматривались возможные изменения цен на сырье, увеличение зарплат работников и доходов компаний. А установленная для социально значимой продукции льготная ставка НДС в 10% не сможет повлиять на ситуацию. Цены увеличатся благодаря росту инфляции и НДС на другие товары, используемые производителями. ГИБДД и Минздрав собираются внести в административный кодекс поправки о наказании для водителей за употребление лекарств, вызывающих одурманивающий эффект. Под запрет могут попасть димедрол и некоторые препараты, стабилизирующие давление. Кроме того, предполагается вести анализы для людей, которым возвращают водительские права после того, как истекает срок их лишения. Сегодня в правилах дорожного движения есть пункт, что запрещается управлять транспортным средством, в том числе под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию внимания. Но в административном кодексе, который регламентирует ответственность за нетрезвое вождение, об этих препаратах ничего не говорится. Деньги уплачены, а газа до сих пор нет. Жители товариществ Сырдах, Почтовик и КЛГ с 2013 года не могут дождаться обещанного. Газифицировали не всех. Из 43 участников договора газ провели 30 собственникам. Остальные 5-й год отстаивают свои права. Как так вышло? На вопрос попробует ответить Анастасия Кобызева. Несколько лет ожиданий и миллионы рублей, пущенные на ветер. Жители 3 товариществ по Покровскому тракту и подумать не могли, что газификация затянется на долгие годы. А все начиналось хорошо. Трубы проложили, жители заключили договор с компанией «Сахатранснефтегаз». Там же и утвердили проект газификации. В 2013 году осенью мы сдали этот газопровод. Получается, люди пошли получать техусловия. Часть людей, которые не пошли получить техусловия, у кого-то не был достроен дом, у кого-то что-то еще, какие-то нюансы были, не получили техусловия. Соответственно, после этого, придя в Сахатранснефтегаз на следующий год, людям стали поступать отказы в выдаче техусловий в связи с нехваткой давления газа. Многодетный отец Александр уже во время строительства частного дома успел получить разрешение на газ. Однако через 2 года техусловия ему продлевать отказались. И вот дом давно готов, а Александр, как и его соседи, безуспешно пытается добиться справедливости. Пока же ему приходится отапливать дом по старинке, дровами и углем, чтобы маленькие дети не замерзли. На ваш запрос о предоставлении тех условий сообщаем о невозможности выдачи тех условий в связи с отсутствием технической возможности подключения, то есть дефицит способности пропускной газа. Все. И эта бумажка, это я 5-я или 6-я бумажка. На все заявления один ответ – дефицит. Как нам объяснили в Сахатранснефтегазе, появился он из-за того, что газовые сети в Якутске в течение многих лет строились хаотично, без какой-либо схемы. Появлялись все время некоторые инвесторы или же люди сами кооперировались и строили газопроводы по своим улицам. Само собой, да, если сегодня частник, в то время частник вкладывался, у него не было интереса соблюдения какой-то общей стратегии развития города. Тем дешевле, тем лучше, и понятно. Поэтому закладывались меньшие диаметры, нежели тем, которые должны были быть с учетом перспективы роста. Однако в техпаспорте диаметры труб указаны, да и давление оказалось в норме, по крайней мере в прошлом году, когда жителям товарищества удалось вызвать сотрудников Сахатранснефтегаза для замеров. Они сказали, что да, давление очень нормальное,
Рабочее давление конкретно. Чтобы подключить все вот ваши дома, да? Ну, конкретно я на своем стояке проверял, на своей трубе. Ну, вот. Все, и опять же у нас никакого положительного ответа нету. В этой непонятной ситуации очевидно одно. Для того, чтобы полностью решить проблему с подключением газу в столице, необходимо утвердить схему газификации города. На сегодняшний день на 96% закончили эту работу. То бишь мы готовы сегодня, чтобы муниципальное образование, муниципальный район нам подписали эти схемы, и мы начали по ним работать. Но даже после того, как схему утвердят, проблем меньше не станет. Нужно будет найти финансирование на реконструкцию существующих сетей. Но самое главное, людям снова придется ждать. А пока же количество отказов по поступившим заявкам на газификацию растет. И с каждым годом эта цифра будет увеличиваться в 2 раза. Если в 2017 году компания «Сахатранснефтегаз» выдала заявителям 240 отказов, то за неполный 2018 год их стало 508. Наиболее острый вопрос стоит в поселке Марха в ряде городских улиц по Покровскому и Маганскому трактам, возле озера Сергелях и птицефабрики. Анастасия Кобызева, Джулстан Иннокентьев, Илья Сыромятников, Якутск. Накануне в дачном районе города Мирного произошел пожар с летальным исходом. В связи с этим профильная служба района организовала рейд, в ходе которого установила более 20 пожарных извещателей. Данный прибор – это датчик, который в случае задымления предупредит об опасности громким звуковым сигналом. Огнеборцы советуют ставить пожарные извещатели всем владельцам дачных домов и коттеджей. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем. Там проводятся плановые рейдовые профилактические мероприятия по установке пожарных извещателей дымовых, автономных в местах проживания людей в дачном районе города Мирного. Датчики, которые мы устанавливаем, они являются адресными, то есть и автономными, которые срабатывают чисто в помещении от дыма, если таковой имеется. Лично для себя существуют датчики с GSM-модулями, которые у нас передают посредством GSM связи на номер телефона либо хозяина квартиры, либо он может вывести ее на пульт ЦППС 01. Как найти свое место в жизни? Педагоги коррекционных школ могут помочь с ответом на этот вопрос своим воспитанникам. В Алданском районе специализированная школа-интернат была открыта 50 лет назад. За полвека накоплен колоссальный опыт работы с самыми разными детьми. С юбилеем педагогов и учащихся поздравила наша съемочная группа. Чтобы в будущем выпускники были успешными и смогли реализоваться в выбранной профессии, так свою главную задачу видят педагоги коррекционной школы поселка Нижний Куранах. В школе получают образование порядка 80 детей. Учебный процесс выстраивается по специальным методикам, активизирующим мышление, воображение и память. У меня в классе 7 человек, и все дети разного диагноза, поэтому для каждого ребенка индивидуальный подход. В этом году коррекционной школе исполняется 50 лет. К полувековому юбилею накоплен колоссальный опыт работы с детьми. Педагоги развивают у детей навыки на перспективу. Акцент ставится на профориентацию. В школе ребята осваивают азы специальностей, с коими свяжут будущее. На сегодняшний день, помимо учебной деятельности, у нас работают 12 действующих кружков. Виктория Лазарева окончила школу несколько лет назад. Сегодня она работает кондитером в одной из алданских пекарен. Ее шоколадная колбаска и рубленые торты для сладкоежек – любимые лакомства. А без кулинарного шедевра от Вики многие сочтут стол не совсем праздничным. Первые же свои блюда Виктория училась готовить дома и на школьной кухне. Блины фаршированные. Это самое первое мое, получается, было блюдо. Помимо плановой работы, у Вики много заказов индивидуальных. Правда, на ближайшие дни Виктория заявки не принимает. Она будет печь торт, который станет подарком на юбилей родной школе. Ну, постараюсь, конечно. Завтра день будет. В школе создана коррекционная развивающая среда, ориентированная на специфику воспитанников. Создаваемые на уроках труда сувениры и подделки завоевывают первые места на различных конкурсах. Максимально раскрывая творческий потенциал, большинство учащихся успешно осваивают программный минимум. Цель нашего учреждения – подготовить их к социуму,
к самостоятельной жизни. В этой школе мальчишки и девчонки не только овладевают книжными знаниями и раскрывают имеющийся потенциал. Ребята осваивают законы общества и находят свое место в жизни. Анастасия Кобызева, Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан, Нижний Куранах. Сейчас небольшая реклама. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части итогов дня. 1,5 миллиона рублей за зрение для ребенка. Ване Шайкову с врожденной атрофией зрительного нерва необходима помощь. Экзотические фрукты в домашних условиях. Якутяне научились выращивать виноград и ананасы на подоконнике. Сохраняя традиции, семья из Тампонского района победила в номинации Всероссийского конкурса «Семья года-2018». Мы продолжаем. В этом году Международному детскому фонду «Дети Саха-Азии» исполняется 25 лет. За это время было совершено немало добрых дел во имя будущего детей. Юбилей состоялся наряду с презентацией фильма о фонде, а также была представлена книга, которая вышла по итогам 25-летней работы фонда. Помимо презентации состоялось и награждение общественных деятелей и руководителей организаций, связанных с работой с детьми. Были представлены и другие номинации. Хочется сказать, что мы пришли уже довольно стабильной организацией за 25 лет. У нас определенный круг партнеров, наших друзей, коллег, с которыми мы ведем совместные межведомственные проекты и осуществляем такую многолетнюю деятельность. Среди них один из таких многолетних – это республиканский турнир по боксу среди детей, который проводится нынче уже 18-й раз. Каждый день фонд «Дети Саха-Азия» продолжает помогать. Не так давно к ним обратилась мама 4-летнего Вани, у которого серьезное заболевание глаз. У мальчика врожденная атрофия зрительного нерва. В 1,5 месяца ему сделали операцию. Но после 3 лет зрение стало снова стремительно ухудшаться. Диагноз поставили очень сложный. Единственная клиника, которая способна помочь ребенку, находится в Сеуле. Есть. Твоя любимая. 4-летний Ваня с интересом рассматривает увлекательные книги. Как и все дети, он любит получать подарки, искренне проявляя эмоции. Ваня старается рассмотреть все вокруг, хотя ему это непросто. Полгода назад мальчик ослеп на левый глаз. Правый видит только на 8%. Осложнения начались с рождения. Ваня родился на 26-й неделе, раньше срока. Диагноз ему поставили ретинопатия недоношенных. Диагноз, услышанный от врачей, был пугающим, но не позволил родителям Вани опустить руки. После многочисленных поисков и консультаций было получено согласие на обследование и лечение в одной из южнокорейских клиник. Но сумма, необходимая для лечения Вани, огромна, и родителям мальчика самим ее не собрать. Несмотря на трудности, семья не теряет надежду на лучшее. Что касается Вани, то, конечно, чтобы хоть как-то помочь со зрением, излечить это дело все. Технологии не стоят на месте, будем надеяться. Семья Шайковых верит, что их веселый и жизнерадостный Ваня когда-то снимет очки и увидит мир своими глазами. И надеется на помощь всех неравнодушных людей. Семья Шайковых обратилась за помощью в Международный детский фонд «Дети Саха-Азия». Денежные средства можно перечислить в фонд по указанным реквизитам, а также можно совершить перевод лично маме мальчика Екатерине по номеру телефона или на банковскую карту. Семья Шайковых благодарит всех, кто откликнется на призыв о помощи. Экзотические фрукты в домашних условиях. Несмотря на суровый климат, некоторые жители региона умудряются получать урожай, который можно встретить только в тропиках. Что это за фрукты, в материале Дмитрия Тымырова. Федот Константинов вместе с семьей 2 года тому назад купили ананас для праздничного стола. Неожиданно пришло решение попробовать посадить фрукт дома. Как это сделать, узнали из интернета. Вот, допустим, ананас, верхняя часть снимается, выкручивается, и получается вот такая вот верхушка. Мы его сушим и вот обрываем листья вот где-то на сантиметр. И вот сушим 1-2 недели. Далее подготовленную верхушку фрукта нужно положить в стакан с водой, так, чтобы вода покрывала лишь ту часть растения, которая будет пускать корни. Буквально через недели-2 появятся первые корешки. Тогда и можно пересаживать ананас в готовую почву. Сам экзотический фрукт, на удивление, неприхотлив. Воды там стакан
хватает на такой горшок. И поливаю когда вот верхняя почва начинает уже сухая становится. Свой первый урожай экзотическое растение дает спустя 1,5-2 года. Тут главный секрет в стимулировании цветения. Федот испробовал разные способы. Применял дым, запах гнилых фруктов, но ничего не выходило. Однако настойчивый любитель фруктов решение все-таки нашел. Я вот в строительном рынке купил такое вот вещество, как карбид кальция. Оно используется для газовой сварки. Оно очень недорогое вообще. Я кусочек купил где-то на 50 рублей всего. И маленькую, где-то размером в ноготочек, ноготь, бросаем вот такую посуду, банку. И по чайной ложке вот один раз всего наливаем вот розетку в середину. Многодетная семья Константиновых в ожидании второго урожая. Буквально изо дня в день будут лакомиться тропическим фруктом, который вырастили сами на далеком севере. Дмитрий Тымыров, Илья Сыромятников, Якутск. В Якутии чествуют многодетных матерей. Сегодня в столице республики прошло торжественное мероприятие, посвященное Российскому дню матери. Хранительница очага поздравила председателя правительства Владимир Солодов и вручил государственные награды республики. Знаком мать-героини удостоены Акулина Афонская, Виктория Васильева и Айталина Максимова. Все они воспитывают более 10 детей. Матерям также вручают единовременное денежное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей. Помимо этого, сегодня были вручены знаки «Материнская слава» 1, 2, 3 степеней. У нас 8 детей, старшая уже 15 лет, 9 класс заканчивает. Счастье, женское счастье, конечно, это дети. У меня 7 девочек, 1 мальчик. Вот. Люблю очень их, не обделяю. Любви, счастья, ласки, благополучия в каждой семье, что было. Здоровье, естественно. Современные мамы действительно героини, они успевают все, заниматься с детьми, работать и принимать активное участие в общественной жизни. Такие мамы в Ленске не редкость. Одна из них стала героем нашего следующего сюжета. Обычный день Ксении Слепченко начинается со сборов дочки в художественную школу, затем на английский, потом в школу, на танцы, делать уроки и спать. И так каждый день. Но у молодой мамы, помимо занятий с ребенком, еще работа и общественные обязательства. Ксения уже более 5 лет трудится в Комитете по молодежной и семейной политике, является председателем участковой избирательной комиссии номер 227, а в школе еще и председателем родительского комитета. Параллельно занимается волонтерским движением «Лучи Ленска». Но ребенок всегда на первом месте. Все-таки каждая мама должна уделять своему ребенку большую часть своей жизни, не забывать то, что наши дети – это наше будущее, и если мы сейчас будем в них вкладывать, это будут настоящие будущие чемпионы, настоящие ученые, учителя, а также врачи. Анюта всегда старается порадовать маму своими достижениями. В этом году заняла в школе КВН 1-е место и стала самой юной участницей школы КВН. Наша команда 1-е место заняла. Самые маленькие мы были. Коллеги, которые не только работают с ней бок о бок уже 5 лет, но и дружат с семьями, считают ее инициативным, отзывчивым человеком, у которого всегда полно идей. Но для меня она уже стала близким человеком, близкой подругой. А с недавних пор уже, можно сказать, и родственницей, потому что Ксюша является крестной мамой моей доченьки. Если у меня случится какая-то беда, я могу сюда обратиться к ней, она мне поможет, поддержит, выручит в любой ситуации. Руководитель Ксении отмечает, что этому сотруднику можно со спокойной душой доверить самое ответственное дело. В 2017-м Ксения была признана лучшим оратором на Республиканском патриотическом съезде. В 2018-м получила награду от Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии. И это только малая толика из списка ее заслуг. Ее отмечают в республике, наше министерство. Министерскую награду она тоже получила в этом году, как руководитель волонтерского движения. Любимая работа, гармония в семье и теплые доверительные взаимоотношения с дочкой – залог счастливой жизни для Ксении. А искренние слова любви ребенка для мамы – это самые дорогие признания в жизни каждой женщины. Да, моя мамочка самая лучшая, я ее больше всех люблю, она у меня самая красивая.
Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Без помощи сильных пап мамам было бы сложнее справляться со всеми задачами, ведь семья – это слаженная работа двух родителей. Ярким примером является союз Дмитрия Голякова и Антонины Лебедевой из села Тополиное Тампунского района. Они победили в номинации «Семья. Хранитель традиций» во всероссийском конкурсе «Семья года-2018». Церемония награждения прошла в концертном зале «Космос» города Москвы. Там побывала наша съемочная группа. В этом году конкурс проходил под девизом «Моя семья, моя Россия». За 3 года проведения он стал по-настоящему масштабным, ярким общественным событием. Число участников с каждым годом расширяется. По итогам конкурса семьи были приглашены в Москву для участия в двухдневной программе. А это семейный праздник знакомства, встречи с интересными людьми, большая экскурсионная программа. А завершилось все торжественным награждением семей в большом концертном зале «Космос». И это был настоящий праздник, теплый, радостный, с участием почетных гостей и популярных артистов. В номинации «Семья. Хранитель традиций» в числе 18 семей победителей награду получила кочевая семья Дмитрия Голякова и Антонины Лебедевой из села Тополиное Тампунского района. Семья живет по законам своего народа и показывает пример преданности национальным традициям оленеводов. Многодетная кочевая семья воспитывает 9 детей, 6 дочерей и 3 сыновей. У семьи уже 3 внуков. Родители – потомственные оленеводы, победители республиканского конкурса «Кочевая семья». В прошлом году они создали свою родовую общину имени Гаврила Голякова. Очень долгим был путь семьи в столицу. Сначала из стада на оленях они выехали в село Тополиное, а это 400 километров. В этом им помогло руководство Тампунского района. Затем не менее долгий путь до Москвы. В столице нашей Родины находимся всей семьей. И это вообще здорово. Здесь впервые в мавзолее даже побывали. Все счастливы, что приехали сюда. Мне понравилась Красная площадь, понравилось, как звенели колокола. Для приглашенных семей была организована анимационная программа, фотозона, игровая зона для детей, проводились мастер-классы. Мы очень рады, что эта семья с нами сегодня. Они вчера выглядели очень колоритно, все в национальных костюмах, и мальчики, и девочки. И видно, что люди, конечно, от земли, такие крепкие, имеют корни жизненные, понимают себя в этом мире, и что есть жизнь, что есть отношения добрые между взрослыми и детьми, уважительные отношения, ну, такие, какие должны быть. В истории каждой семьи, ставшей победителем конкурса, есть свои страницы, которые делают эту семью особенной. И в семье Голиковых-Лебедевых это прежде всего преданность делу, которому они посвятили свою жизнь, и замечательные дети. И родители, и дети впервые побывали в Москве. И, конечно, эта поездка надолго останется в их памяти. Татьяна Черемкина, Михаил Кулаков, Москва. И к новостям спорта. Дальневосточный хоккейный турнир в честь 35-летия Нюрнбергской ГРЭС начался на ледовом корте поселка Серебряный Бор. В соревнованиях принимают участие 6 команд. Все предстоящие выходные нюрнбергринцы могут наблюдать интересные напряженные противостояния местных команд и юных хоккеистов из Амурской области и города Читы. На базе Нюрнбергской ГРЭС было закончено строительство ледового корта, собраны несколько команд, начались участия в соревнованиях различного уровня. Для энергетиков хоккей – это особый вид спорта, а хоккейный турнир – отличный подарок. Я привык к холоду и пошел на хоккей. Здесь можно бегать, поле не такое большое, как на футболе. А тем временем в Якутске проходит муниципальный этап Всероссийской олимпиады по физической культуре. Она включает в себя теоретические и практические туры. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Вероника учится в 11 классе, опытная участница Олимпиады. Она успешно выступает уже 4-й год. В прошлом году Вероника победила на муниципальном этапе, также прошла отбор на региональном уровне и стала призером всероссийского финала в городе Ульяновске. В этом году также намерена одержать победу. Я сама проявила интерес, а мой учитель Крылова Татьяна Леонидовна все это подхватила и привила мне любовь к спорту, к физической культуре. Мне стало самой интересно участвовать, и я вот уже с целью сама тренировалась, меня тренировали, подготавливалась. В общем, у меня был свой интерес. Другая участница выступает на Олимпиаде во 2-й раз. Сейчас Вероника учится в 9 классе. Первый раз выступала 2 года назад. По ее словам, тогда многое не получилось. В этот раз настроена серьезно.
это вообще все полностью волнительно. Это очень тебя собирает, конечно же. Ты развиваешься, как и мыслями, так и ты развиваешься в своем теле. Потому что тренера нас хорошо подготавливают, стремятся к тому, чтобы мы сделали все идеально, хотя идеалов и нет. Но все же они очень верят в нас, мы благодарны им за это. Олимпиада состоит из 2 туров – теоретического и практического. На теоретическом этапе участники отвечают на вопросы школьной программы по физической культуре. Практическая часть включает в себя легкую атлетику и гимнастику с элементами спортивных игр. Легкая атлетика и гимнастика были убраны местными организаторами не случайно. Ведь именно эти виды спорта развивают спортсменов всесторонне. А именно такие участники и становятся победителями этой Олимпиады. На муниципальном этапе Олимпиады участвуют 126 детей из 36 школ городского округа Якутск. Победители муниципального этапа Олимпиады попадут на региональный отборочный тур, выиграв на котором станут участниками всероссийского финала. Если на России восходит только 9 и 11 класс, в порядке исключения 6 и 7 допускаются, то в городе Якутске Олимпиада проводится с начальной школы даже. То есть 3-4 классы, 5-6, 7-8, а потом уже идет отбор официальный, который российский. Этим мы отличаемся, этим, наверное, мы выигрываем. Какие этапы будут на региональном уровне и всероссийском финале, станет известно лишь в последний момент. И победителем соревнований станет не лучший в определенном виде спорта, а наиболее подготовленный и всесторонне развитый участник. Юрий Осипов, Андрей Осикритов, Владимир Павлов, Якутск. Завтра в Якутске стартует чемпионат мира по масс-рестлингу. Телеканал «Якутия-24» покажет главные поединки состязания в прямом эфире. Завтра, 24 ноября, прямое включение из Центра спортивной подготовки «Триумф» пройдет с 17:30 до 18:30. В этот день выступят мужчины до 60, 90 и 125 килограмм, женщины до 55, 75 и до 85 килограмм. В воскресенье прямой эфир запланирован с 14:30 до 18:00. Во втором соревновательном дне выступят мужчины до 70, 80, 105 килограмм и свыше 125 килограмм, женщины до 65 килограмм и свыше 85 килограмм. Телеканал «Якутия-24» продолжает следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.